2020 году, в январе месяце, весь литературный мир отмечал круглую дату – 160 лет со дня рождения самого читаемого во всем мире русского писателя Антона Павловича Чехова. Родился Чехов в Таганроге 29 января 1860 года. Это на берегу Азовского моря, юг России, в семье Павла Егоровича и Евгении Яковлевны Чеховых, в большой многодетной семье. Детей было 6, 5 сыновей: Александр, Николай, наш будущий писатель Антон, младший Иван Михаил и дочь Мария. Отец Павел Егорович Чехов был купцом 3-й гильдии и имел в Таганроге бакалейную лавку. Однако заниматься торговлей он без особого рвения, потому что у него было хобби – это музыка. Сам он играл на скрипке, и в одной из церквей города Таганрога он организовал хор, которым и руководил. Большую часть времени отец уделял посещению церковных служб, пению в церковном хоре. Увлечение отца церковным пением сказывалось и на детях. Павел Егорович был очень строгим отцом. Он считал, что дети должны воспитываться в строгости. Сидеть без дела никому не позволялось. За малейшую провинность детям применялись телесные наказания. Поэтому день мальчиков Чеховых начинался очень рано. С утра они должны были петь за утреннюю в церковном хоре. Потом шли на учебу в гимназию. А днем после уроков ребятишкам приходилось заменять в лавке отца, который очень часто отсутствовал. А вечерами в лавке устраивались репетиции, которые порой затягивались допоздна. Ну а утром ребята опять должны были просыпаться очень рано, чтобы успеть к утренней службе. Совсем другой по характеру была мама писателя, Евгения Яковлевна. Она была очень хорошей хозяйкой, которая заботилась о своем муже, о детях. Она старалась воспитывать в своих детях отзывчивость и сострадание к слабым, любовь к природе и всему, что их окружало. Антон Павлович всегда говорил: талант у нас со стороны отца, а душа со стороны матери. Посмотрите вот на одной из семейных фотографий семьи Чеховых. Большая дружная семья. Торговля в лавке отца шла очень неприбыльно. Вскоре отец оказался в долгах и разорился. И чтобы избежать преследования кредиторов, семья в 1876 году переехала в Москву. Без Антона. Антон остался в Таганроге. Он в то время доучивался в гимназии, жил в доме в своей семьи, который достался новым хозяевам. А у новых хозяев в семье рос сын-гимназист, и Антон занимался с ним репетиторством, тем самым как бы оплачивал свое проживание. Нужно немного слов сказать о гимназии, в которой учился Антон. Она была старейшим учебным заведением, давала очень хорошее по тем временам образование. Обучаясь в последних классах гимназии, Антон Павлович начал издавать юмористические журналы, писать небольшие рассказы и сценки. Здесь появился и его первый литературный псевдоним – Антоша Чеханте, которым его наградил учитель закона Божьего Федор Платонович Покровский. Покровский всем детям в гимназии давал прозвища. Вот нашему писателю досталось вот такое – Антоша Чеханте, который потом станет его литературным псевдонимом. Кстати, литературных псевдонимов у Чехова будет более 50, среди которых Крапива, Шампанский, Гайка номер 5. Ну вот Антоша Чеханте – это был его первый литературный псевдоним. В Таганрогской гимназии начались и первые литературные сценические опыты нашего писателя. После окончания гимназии Антон переехал в Москву и сразу же поступил на медицинский факультет Московского университета. Во время учебы он помогал врачам в больницах при приеме пациентов. Ну а когда окончил университет, он отправился работать уездным врачом в город Воскресенск, где уже работал его младший брат Иван в школе. Ивану от работы выделили большую квартиру, и практически вся семья Чеховых переехала в Воскресенск. Ну, в Воскресенске он работал не только в качестве врача, он начал писать маленькие рассказы и начинает активно сотрудничать с московскими и петербургскими журналами. Первый рассказ был напечатан в журнале «Стрекоза». Это был рассказ «Письмо к ученому соседу». Это был его как бы дебют в печати. Также он печатался в московских журналах «Будильник», «Зритель» и в петербургском юмористическом еженедельнике «Осколки». А в 1884 году вышел сборник рассказов Чехова «Сказки Мельпомены» за подписью Антоша Чеханте.
Рассказам Чехова 150 лет, но я думаю, что современная молодежь может найти в этих рассказах что-то интересное для себя, как герои небольшого мультфильма, который предлагается вашему вниманию. В мультфильме прозвучат отрывки из первых рассказов Чехова. Ненавижу деревню. Деревня полный отстой. Ни телевизора, ни интернета. И зачем родители нас сюда сослали? И не говори. Даш, а давай на чердак залезем? Там, наверное, клады спрятаны. Ага, сокровище капитана Крюка и волшебная палочка Гарри Поттера. А впрочем, полезли. Делать-то все равно нечего. Зырь! Ну вообще. А это кто? Не знаю, царь, наверное. Я же говорил, пираты! Вау, MP3-плеер на дровах. Ага, вот он, клад. Ага, вот он, выключатель. Ну, я же говорила, отстой. Книжки старые. Тут должно быть двойное дно. Смотри, а его зовут как тебя? Антоша. А, кстати, прикольно. О, смотри. Задачи сумасшедшего математика. За мной гнались 30 собак, из которых 7 были белые, 8 серые, а остальные черные. Спрашивается, за какую ногу укусили меня собаки? За левую или за правую? А во прикол. Мужики живут на даче зиму и лето, бьют лошадей, но ужасно нечисты, потому что закапаны дегтем и не нанимают горничных и швейцаров. Гля, тут старикашка один ученых разоблачает. Вот вы изволили сочинить, что человек произошел от обезьянских племен, мартышек, орангуташек и так далее. Простите меня, старичка, но я с вами касательно этого важного пункта не согласен. И могу вам запятую поставить. Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейший из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны, то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас бы теперь водили по городам цыганы на показ. И мы бы платили деньги за показ друг другу, танцуя по приказу цыгана или сидя за решеткой зверинца. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены, так сказать, обезьяны? А еще Герасимов сообщил мне, что вы неправильно мыслите об Луне, то есть об месяце. Вы пишете, что на Луне живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на Луне, то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. И без дождика люди не могут жить. А дождь идет вниз, на землю, а не вверх, на Луну. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной Луны. Люди, живя на Луне, падали бы вниз, на землю. А этого не бывает. И правительство
не могут дозволить жить на Луне, потому что на ней можно укрываться от повинностей очень легко. Подумайте сами, могут ли люди жить на Луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? Вы немножечко ошиблись. Чехова мы знаем как автора коротких, в основном юмористических рассказов. В то время, по собственному его признанию, он писал по рассказу в день. Современники считали, что он и останется в этом жанре. Но весной 1886 года писатель получил письмо от известного русского литератора Дмитрия Григоровича, где тот критиковал Чехова за то, что тот тратит свой талант на мелочишки. Он написал ему, что нужно заняться серьезным делом, написать что-то стоящее, большое. Рассказы Чехова становятся длиннее, и он поедет за впечатлениями на юг, путешествует по гоголевским местам, по Крыму, по Кавказу. А в 1877 году выходит его повесть «Степь» в толстом журнале «Северный вестник». Дебют удается, слава Чехова растет. И он даже пытается написать роман, но бросает это дело. Может быть, к нашему счастью. Это не его. Но если желание писать что-то глобальное пропадает, то тяга к путешествиям нет. Хочется все больше впечатлений. И в возрасте 30 лет Антон Павлович отправляется на остров Сахалин через Сибирь. Путь на Сахалин занимает 82 дня. Остров Сахалин в то время ассоциировался с понятием каторги, который был местом невыносимых страданий для людей вольных и невольных. Остров слез и несчастий. Даже поговорки были: кругом вода, посередине беда. Каторжники подразделялись на категории. Самые тяжелые назывались тачечники. Они прибывали на остров уже прикованные к тачкам. Кандалы, цепи на каждую руку весили 6-7 килограммов. Содержание каторжников на острове было очень суровым. Первые 5 лет они были закованы в ручные и ножные кандалы. 80% осужденных работали на угольных шахтах, в основном около города Александровска, а остальные на лесозаготовках и строительных работах. Жили в бараках на 50 человек с земляным полом. Потом они могли пойти на вольнопоселение, с них снимались кандалы, но уехать с острова им не разрешалось. Каторжанам давали рабочий инструмент, они должны были заниматься сельским хозяйством. Но беглые каторжники все равно были. Бежать с Сахалина можно было только на японские острова. Японцы их отстреливали, в плен никого не брали. На Сахалин Чехов прибыл в июле. И вот за несколько месяцев пребывания на нем он общался с людьми, узнавал истории их жизни, причины ссылки и набирал богатый материал для своих заметок. Администрация острова строго запретила общаться с политическими заключенными, но писатель нарушал этот запрет. Каким образом? Чехов решил провести полную перепись острова Сахалин. А для этого нужно было заходить в каждый двор, опрашивать каждого человека. Он заполнил несколько тысяч карточек на жителей острова, и все это сделано было вручную. После возвращения Сахалина он издаст книгу «Остров Сахалин», которая привлечет не только русских, но и иностранных исследователей. Считается, что Чехов сделал наиболее точное описание острова, которое до этого не было составлено ни одним писателем и ни одним ученым. Обратно Чехов вернулся морским путем на корабле «Петербург». Он посетил Гонконг, Цейлон, которые ему показались раем после того ада, который он увидел на Сахалине. Прибыв в Одессу на поезде, он вернулся в Москву. Чехов хоть и был городским жителем, но он всегда мечтал жить в деревне. И вот в 1892 году он покупает имение в Мелихово. Вместе с ним в усадьбу переехали мать, отец, сестра Маша и младший брат Михаил. В Мелихово на свои средства Чехов открыл медицинский пункт, амбулаторию. Рабочий график Антона Павловича был очень напряженным. Чтобы работать в медицинском пункте, ему приходилось вставать очень рано. В 5 часов утра он уже отправлялся на работу. И работа пункта длилась до 9 часов утра. Только в это время крестьяне могли себе позволить прийти к доктору. Все остальные часы были у них заняты. Чехов открывал школы для местных детишек. Построить их было непросто. Антон Павлович сам принимал личное участие при создании проекта, выбирал рабочих. Ему приходилось вкладывать собственные деньги для того, чтобы задумка была осуществлена. Все старания Чехова окупились.
Школы давали детям неплохое по тем временам образование и даже считались лучшими во всей Московской губернии. В Мелихово Чехов напишет более 40 произведений. Среди них «Дом с мезонином», «Палата номер 6», «Ионыч», «Крыжовник», «Человек в футляре», пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», которые принесли писателю мировую славу. В театрах по всей России ставились и ставятся спектакли по его пьесам. Ну и среди гостей Антона Павловича было очень много известных людей. Например, здесь часто останавливался легендарный Немирович Данченко, художники, среди которых можно отметить Левитана. Как многие из нас, Антон Павлович очень легко относился к собственному здоровью. Дескать, поболит, перестанет. От природы был он человеком сильным, жизнерадостным, иногда кашлял, но не придавал этому значения, так как сам был доктором и списывал проблемы на очередную простуду. А оказалось, чахотка или туберкулез. Во времена Чехова туберкулез лечили, но больные от этого не выздоравливали. По большому счету, тогдашняя медицина могла только отсрочить смерть. Для этого пациенту советовали поселиться в теплых краях. И вот в 1899 году он продает имение в Мелихово и вместе с матерью и сестрой переезжает в Ялту. Здесь, в Ялте, он проживет последние 5 лет жизни и напишет последние вещи. В Ялте очень много мест, связанных с писателем, много памятников. Есть историко-литературный музей. Ялтинский театр носит имя Чехова, где показывали его пьесы, вызывали автора на сцену и заваливали цветами. В Ялте он женился на актрисе Ольге Книпер. И, конечно же, это дом Чехова в Ялте, который соседи тогда назвали «Белой дачей». Комната и кабинет писателя находились на 2-м этаже. Домашние гости жили на 1-м. Чехов славился общительностью, юмором. В гостях у него были Станиславский и Немирович Данченко, Горький и Короленко, Куприн и Шаляпин, актеры, врачи, студенты, журналисты и просто городские обыватели. Всем хотелось увидеть и поговорить с живым писателем. Никто не имел права курить в доме. Это было единственное требование хозяина гостям. В Ялте Чехов основал бесплатную больницу, библиотеку, вкладывал деньги в строительство школ, работал в попечительском совете женской гимназии. И в мае 1904 года писатель покинул Ялту. Как окажется, навсегда. Болезнь усиливалась, и Чехов вместе с женой уезжает на знаменитый курорт Германии Баден-Вейлер. Вернуться на родину писателю не удалось. 15 июля 1904 года он скончался в Германии. Тело перевезли на поезде, похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы его отца. Хозяйкой дома осталась Мария Чехова. И в начале 20-х годов Белая дача станет музеем. Но во время Великой Отечественной войны, когда Ялта была оккупирована фашистами, в доме решили поселиться чины немецкого штаба. И сестре Чехова Марии велели освободить кабинет и спальню с писателя. Но маленькая старушка твердо заявила: «Только через мой труп». Немцы переглянулись и оставили чеховские комнаты в покое. Ограничились 1-м этажом. Мария Павловна так боялась за кабинет брата, что за 3 года оккупации ни разу не вышла из дома. Под ее присмотром жильцы вели себя тихо. Самое большое непотребство они учинили в саду, который окружал Белую дачу. Они отпилили верхушку пихты, чтобы нарядить рождественскую елочку. И вот за свой труд и подвиг Мария была награждена орденом Красного Знамени. Помянем некоторых знаменитых родственников Антона Павловича Чехова. Это брат Николай Павлович Чехов, который был на то время известным в своих кругах художником. Он первым иллюстрировал рассказы Антона. Он был известным иконописцем. Он расписывал храм Христа Спасителя в Москве. Не нынешний новострой, а тот первый, который был взорван большевиками сразу же после Октябрьской революции. Среди знаменитых родственников Чехова и племянник Михаил. Это сын старшего брата Александра, который женился на Ольге Книпер. Ольга Книпер была племянницей жены Антона Павловича, тоже Ольги Книпер, их звали одинаково. Михаил и Ольга еще в 20-е годы уехали в Германию и стали известными актерами кино. Но развелись. Михаил уехал в Америку и сделал головокружительную карьеру в Голливуде. Он стал звездой Голливуда, он даже номинировался на Оскар. Ну а Ольга, она стала звездой нацистского кинематографа. Она блистала на приемах с участием нацистской верхушки Германии. Она была любимой актрисой Адольфа Гитлера.
Ну, одновременно она была также ценнейшим агентом советской разведки, на которую работали 3 радистки. После того, как закончилась война, Сталин прислал за Ольгой свой самолет. Ее допрашивали на Лубянке и отпустили, отправили в Западный Берлин. Она продолжала свою кинодеятельность, снималась в фильмах, основала свою киностудию, писала мемуары, основала свою косметическую компанию. И все это на деньги Москвы. Косметическая компания была очень удобна для контактов с женами офицеров НАТО. Прожила Ольга долгую, 83 года, яркую жизнь, полную приключений и тайн. Ну, обо всем этом можно прочитать в книгах, которые всегда ждут наших читателей в Национальной библиотеке Республики Коми.